Строители меняют ветхий водопровод на новый. Местные жители радостно наблюдают за этим процессом. Перебои с водоснабжением на улице Речная в летний период продолжаются уже несколько лет. Дискомфорт испытывают все. Гилан Николаев был свидетелем строительства первого водопровода на этой территории. Рад этому событию и сейчас. 69 год. Труба я 15-20 лет гарантия изля дырждхан. Хайрат инож даср оздхан дасяхдхан хал арбан ноустройгаш хаяни. Хида хайдла таки труба кан прорывы дася хакачи цански хидуат шдук проблем хани. Железные трубы могут прослужить не более 15 лет, а их эксплуатируют уже полвека. За все время стенки ветхого водопровода под воздействием коррозии стерлись, давление воды уже не выдерживали, отчего происходили частые порывы. Работа подрядной организации по замене на стадии завершения. Сейчас мы планируем где-то через неделю ориентировочно, также с запасом, сдача объекта полностью. То есть это общая протяженность 2000 километров, 2000 метров. Гарантия новых пластиковых труб 60 лет, а прослужить они могут лет 100, утверждают специалисты. Они выдерживают нагрузку в 16 атмосфер. Этого более чем достаточно для сельского поселения Алхасты, где давление воды в трубах не поднимается больше 3 атмосфер. Всего под замену администрации села было выбрано 7 участков. 3 отрезка на улице Речной, полностью под замену попала улица Базоркина, 15 метров водопровода обновили на Центральной и 100 метров по улице Ленина. В прошлом году на этих территориях зафиксировано около 40 порывов. Проблема была в том, что из-за порыва воды, у нас же вода идет самотеком, у нас нет никаких насосов, ничего. И когда происходит порыв, давление, общее давление в сети, в селе падает, и поэтому вода в верхние районы не поступала. Сейчас, после замены этих труб, уже давление нормализуется и уже будет нормально. 6 миллионов рублей выделила районная администрация Сунжи на замену ветхого водопровода в селе Алхасты и чистку скважины. По словам подрядчика, на дне бассейна образовался ил, который забивает трубы мусором. Около 8 метров, около 7 метров нужно достать, то есть в самом накопителе. Вот этот весь ил, который осел. Вверху родники, которые с самотеком эта вода идет. После дождей этот весь мусор, да, то есть листья, земля, то есть они в последующем также. Ну, чтобы опять предотвратить, да, такие глобальные ремонты, то есть с главой сельского поселения Алхасты, вот там было согласовано, что будут установлены 2 задвижки 125 диаметр, чтобы можно было сделать сброс хотя бы раз в неделю. Сейчас проблема с порывами временно решена. В будущем местная администрация по поручению главы региона планирует поэтапно обновить сеть водоснабжения в населенном пункте. تربة خيتا حلق ترباش خيدوخش حماش خورت لراس خورت صالوت خيتا شن باركو. Проблема с отсутствием воды есть во многих районах субъекта. Власти республики стараются оперативно реагировать на возникающие ситуации с дефицитом ресурса. Один из приоритетных проектов – увеличение мощности добычи воды в Васинском водозаборе на 100 тысяч кубометров в сутки. Плюс регион участвует в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в федеральном проекте «Чистая вода», которая нацелена на повышение качества питьевой воды посредством модернизации системы водоснабжения. А пока во время кризиса биоресурса по поручению главы региона осуществляется подвоз воды в ряде населенных пунктов. Специально для этого на средства из национального фонда закуплено 14 водовозок. Но жители республики должны понимать, вода без должного своевременного обслуживания водопровода и насосных скважин поступать в дома не может. Проблема с отсутствием воды связана в первую очередь со слабой платежной дисциплиной за коммунальные услуги. Если бы потребители регулярно и своевременно оплачивали услуги по водоснабжению,
то все необходимое оборудование для подачи воды в дома граждан не пришло бы в такое ветхое состояние. Оперативная собираемость коммунальных платежей от потребителей позволила бы региону регулярно проводить работы по техническому обслуживанию и замене устаревших элементов и инфраструктуры, предотвращая дефицит жизненно необходимого ресурса. Микаил Тангиев, Адам Гулоев, Хамзат Халухоев. Новости 24.